Насколько важно противостоять переписыванию истории, обсудили в Хакасском госуниверситете. Напомню, именно ХГУ стал первым вузом страны, где появилась новая специализация – противодействие фальсификации истории. Тему продолжит Петр Пермяков. Разрушенные города, убитые мирные жители, поломанные судьбы. Это видеокадры из Мариуполя – наглядное свидетельство, к чему может привести забвение собственной истории. Долгие годы на Украине все ставилось с ног на голову. Палачи стали героями, освободители – врагами. Сначала воевали с памятью, сносили монументы советским солдатам, переименовывали улицы и города. Когда этого стало мало, пошли дальше. Объявили врагами своих граждан, считающих себя русскими. Вот так просто родился неонацизм. Его взращивали годами, чтобы сделать из Украины антироссию. У России нет другого варианта, как решить вопрос с Украиной. Хотя эта задача на современном этапе второстепенная. Главная задача – это обеспечить безопасность России в современных условиях и сделать все возможное для того, чтобы канула в лету вот это господство Соединенных Штатов, то есть однополярная система. Ученые ХГУ, обсуждающие проблемы фальсификации истории, убеждены, в условиях современного геополитического кризиса, когда мир становится другим, невозможно оставаться в стороне. Мы бы хотели, чтобы появились волонтеры истории. То есть люди, которые знают ее профессионально, могут на профессиональном уровне рассказать, но так, чтобы было интересно и при этом не искажало бы эту историческую действительность. Участниками круглого стола в ХГУ стали представители образовательных организаций со всей Хакасии и юга Красноярского края. На прямой связи с Абаканом также ученые и общественники из Рязани. Они создали первый в России университетский аналитический центр исследования технологий информационной войны. Фальсификации нашей отечественной истории достигли такого масштаба и размаха, приобрели настолько системный характер и стали по существу смысловым ядром русофобской политики Запада против России. Переписывать историю странам бывшего СССР сознательно помогают. В России до сих пор издают псевдонаучные труды, где перевираются факты о Великой Отечественной войне. В латвийских, эстонских, литовских и украинских школах детям рассказывают, что свободолюбивым народам веками мешали жить русские колонизаторы. А на Украине сознательно умалчивают, что восточная часть современной страны сотни лет была исконно русскими землями. Вся постсоветская история Украины написана, исходя из антироссийской установки. Но это и не удивительно, так как многие, допустим, исследования проводились при поддержке зарубежных грантов. Чем меньше в историческую науку будет вмешиваться политика, тем правдивее будут знания. ХГУ стал первым вузом России, где готовят магистров по специализации противодействия фальсификации истории. То есть теперь в Хакасии учат тех, кто не только будет знать, почему никто не забыт и ничто не забыто, но и сможет рассказывать другим о том, как все было на самом деле и насколько это важно. Петр Пермяков, Арсений Симонов, Вести Хакасия.